Друзья, доброе утро, Эдик Хелшин. Решила сегодня показать вам мое животноводство, как говорится, мою корову и бычка. Маня. Видите, у моей Мани, я говорила, не знаю, помните или нет, сильно болел глаз почти месяц. И вот мы привели врача. Она уже боится, что я буду глаз его мазать. И намного лучше глаз. Оказывается, он его обработал, все сделал, промыл. И он тогда вообще был глаз отекший, друзья, и не было видно, что там такое. Он уже все хотел отпустить корову. Мы прямо на улице ему обрабатывали, привязали к столбу. Это очень хороший ветврач. Он уже второй раз спасает мне мою корову в этом году. И что-то отойдя, мы стояли просто так разговаривали. Он говорит, а ну-ка давай-ка я еще, там что-то черненького он увидел. Может быть, руками ее еще уберу, посмотрю. Подошел и, голову сильно сказал, чтобы держали. Оказывается, прямо внутри на веке был клещ. Причем уже большой. Представляете, почти месяц мучил его этот клещ. Я-то не могла полностью посмотреть. Я как могла обрабатывала, но я этого не видела. Вот так. Сейчас я только подоила корову. Сейчас ее буду выгонять. Просто захотела с вами ее показать. Вот мой Мишка. Так, друзья, не хватает мужских рук у меня, конечно, в хозяйстве. Нанимать кого-то что-то делать у меня денег нет. Но бычок, вы видите, и перегородки каждый день практически ломает. И хлеб свой сломал почти на полу у нас стена и солома. Не знаю, не получается у меня. Играшка маленький, он не умеет. Даже то, что он сделал, она моментальная. Видите, вот протянула голову через это. Бычок моментально все тут у нас сломает, только так. И там, где корова у меня стоит, тоже одна досочка проваливается, и корова все время у меня грязненькая. Так, теленка мы еще не выпускали. Чуть-чуть начинает расти. Не знаю, что-то в этом году он у меня вот худой. И какие-то витаминки я ему давала, что-то он не очень-то идет в рост. Ничего, посмотрим. Еще раз поеду в ветаптеку, что-то ему куплю, чтобы подавать, чтобы немножечко рост пошел. А так корм у нас есть. Единственное, мы пока кормим соломой. У нас нет сена. Но мне сейчас обещают привезти, посмотрим. Но корм есть разнообразный, причем и кукуруза, пшеница, и ячмень. Перемалываем, у нас своя дробилка. Не знаю. А бычка, друзья, я кормлю, я как-то вам еще и тогда говорила, бычка я кормлю вареной пшеницей. Не знаю, мне как-то порекомендовали, что это хорошо. И вот с тех пор я кормлю бычка вареной пшеницей. Представляете, под осень у меня квочка села. Молоденькая. Бегает вчера. Думала, что это с ней. Смотрю, она квохчет. А сегодня уже сидит, видите. А ей еще только сколько? Месяцев 7, только она молоденькая. И куда ей на зиму ложиться. Вот такие вот у меня пирожки. Причем легла в хлеву, где корова стоит. И вот смотрите, друзья, все-таки огород не спахали. Как ни странно, в этом году вовремя. Вчера ночью спахали все-таки. Ой, пока шла по пахоте, запарилась. Но такие вот прямо эти глыбы, не знаю, если бы один дождик прошелся бы хорошенький, то разбились бы эти глыбы, было бы все хорошо. Но, скорее всего, вот эта полоса, которая вспахана поперек, вот на этой полосе, наверное, посажу чесночок и лук, друзья. И вот работы все-таки прибавляется. Но я, знаете, что сделаю? Дождя вряд ли дождешься, не знаю. Я не смотрела, если честно. Ой, мои гуси еще не ели. Скорее всего, поставлю вертушку с водой. Намочу хорошенечко землю. И потом разобью, наверное, вот эти вот. Но здесь еще не так большие глыбы, вот как по огороду. Видите, по огороду огромные глыбы. А вот этот поперек, которая полоса вспахана, здесь не такие большие. Но мне надо будет поехать купить чесночок. У меня чеснока нет. Придется лук покупать посевной. Это что-то мои гуси и утки хотят кушать. Их выпустила игрушка. Вот так. Ага, несет еду.
Ну вот так, друзья. Кстати, хорошо мне сделали колесо тележки. Оно у меня, я вам говорила, что колесо от тележки у меня сломалось, тут раз разжевалось. И вот стоит полная тележка у меня. И еще рядом, еще почти больше, если не больше, то еще почти как тележка собралась. Еще собрался еще мусор, навоз. Надо выкидывать. И вот теперь снова надо просить тракториста, чтобы приехал и забрал эту тележку. И еще одну надо будет выкинуть. Ну ничего, все, вот потихонечку приходит, как говорится, на круги своя. Потихоньку, потихоньку. Конечно, хотелось бы, чтобы везде было убрано, чисто, но у меня не получается из-за того, что, ну, опять-таки, из-за многих аспектов, как говорится, и денег нет, и времени нет, и мальчиков нет. И Брашка еще не так справляется совсем, как старшенькие. Но ничего, алхамдулилlah, все будет хорошо. Вот сегодня вот поймаю 3 уток и постараюсь их все-таки зарезать. Не знаю, худоватые кажутся. 1, 2, 3 выловила. Худенькие пока. Не знаю, посмотрим, друзья. Ну вот как-то так. Это сегодня был обзор моего хозяйства, как говорится. Так вот. Будет шумно, но я все-таки подключилась. И такие красивые будут. Жалко даже резать. Смотрите, коричневые, черные. Белых-то еще не так жалко. А вот цветных будет жалко. Они очень красивые. Ну ничего. Уток я, наверное, вообще не буду оставлять. Даже на развод, по-моему, невыгодно их оставлять. Лучше, если и покупать, то покупать маленьких утят. Но навряд ли я на будущий год больше 10 уток не куплю. Просто для разнообразия, чтобы было что дома разнообразное поесть мясо. Не буду больше покупать. Лучше, по-моему, разводить кур. Тут, вы видите, мои курочки уже сколько их? 3, 4, 5, 6, 6 уже взросленьких. Вот если бы я тогда купила побольше, уже бы было много яиц. Уже несутся у меня. Одна даже сидит, квочка, как видите, я вам снимала. Покажу тоже. Вот такая вот серенькая доминант. Мне сказали, что это доминанты. Ну, вряд ли они чистые доминанты, конечно. Сидит квочка. Так, дорогие мои, хочу вам показать сегодняшнюю свою покупку. Правда, сама никуда не ездила, а купила по... Ну, у меня есть страничка в Инстаграме. Магазин, правда, не очень-то далеко у этого магазина. Это магазин посуды и текстиля. Там текстиль, ну, не текстиль, там есть... Ну, в принципе, текстиль, да, полотенце, постельное белье, все такое там у них. И вот посуда, огромный выбор посуды, всей посуды, что, ну, даже дорогой, недорогой, всех видов посуды, какая на свете есть, и бытовая техника у них, ну, такой очень хороший магазин, причем и, по-моему, немножко подешевле в республике у нас у них, но, к сожалению, они не дают у себя снимать. Но если бы даже и давали снимать, мне удобно сейчас вот заказывать по интернету, друзья, что-то, потому что выходить у меня не получается. Если я поеду куда-то, мне надо же приготовиться, одеться, поехать, побыть там. А когда попадаешь в посуду, женщины, наверное, знают, в мир посуды зайдешь, все, оттуда не выйдешь. Пока не просмотришь все, не пощупаешь, хоть и не покупаешь. А время идет, и время теряется. А для меня это время очень дорого, и дома женщины нет. И поэтому вот я уже решила заказывать вот так вот. Вот заказал, у меня уже состарилась моя корзина, даже уже разваливалась почти корзина для белья. Я же вам говорила, что, в принципе, я никакие такие вот покупки эти 3 года не делаю, уже 4-й год не делаю, крайне редкие делаю кое-какие покупки, но это уже была необходимость, и они стоят, в принципе, недорого. Вот это все, по-моему, 1300 рублей у меня только обошлось. Но заказывала ради вот этих вот лотков, потому что мне надо начинать делать заморозки уже вот с послезавтрашнего дня, если даст Аллах, ничего не случится. Я даже не планирую. Если я что-то планирую, то все, у меня все равно не получается. Завтра мне надо ехать на 39-ю ночь. Ну вот после этой ночи, как получится, и начну. Надо делать заморозки, а у меня лотки, моих лотков нет дома, как увезла к дочке с этим заказом, так она их и мне не привезла. Вчера мне звонит, говорит: Мать, ты купи себе, я тебе потом денежку отдам за них. Ну вот купила 8 лотков.
Ну, на первое время, я надеюсь, мне хватит, но если мне надо будет их делать больше, может быть и больше. И вот такой вот тазик, мне нужен был тазик. И 1300 рублей, по-моему, вот это все обошлось. Ну вот, как-то так. И, дорогие мои, все-таки 3 уток я сегодня зарезала, как видите. Ничего, вы знаете, я же огорчалась, что они у меня худенькие. Но, правда, я вот несколько штук, 5-6 штук поймала, 3 отпустила, вот 3 все-таки более-менее выбрала. Ничего, нормальненькие, жирненькие, не худенькие, и жирок, как видите, есть у них. Вот. Ну, могли бы быть, конечно, еще получше, но жира больше не надо. Вот мясо бы, да. Но вот этот, видите, побольше. Вот эта утка побольше. Просто у меня, знаете, как еще? Почему они меньше или больше? Я в этом году покупала 3 партии утят. Ну, через определенное время, через ну, по месяцу между ними, по-моему. Первую партию я еще давно зарезала. Из второй партии у меня там уток, точно не могу сказать, то ли 8, то ли 7. И третья уже вот партия. Это, вот, видимо, вот эти вот маленькие, это третья партия. Все-таки линька еще не закончилась у них, но почти уже, да, таких вот пеньков нет больших. Но вот эти вот маленькие пушочки, которые все-таки есть еще. И с ними еще очень много работы, но не буду сейчас при вас это делать. Не буду отнимать ваше время. Просто я сейчас на интерес хочу их взвесить, друзья. Я их чистила там в котельне, там лампочка не очень-то вот такая яркая. Ну, сейчас спокойненько здесь посижу и почищу их. Так, у меня на весах нет шашки. Сейчас будем взвешивать. Так. Значит, это уточка 2,330. Посмотрим другую. Эти уже поменьше, это самая большая была. Так, что-то я не поняла, это тяжелее, чем там. Не, все правильно. 2,177. Это поменьше. Ну и это тоже, это еще меньше, видимо, это точно из маленьких. Да, это только 970 грамм. Ой, кило 970 грамм. Вот это поменьше такая. Но маленькие, большие, их все-таки надо убирать. По крайней мере, не такие дохленькие. Но она еще могла вот набрать уже вес. Но завтра буду... Нет, завтра не буду. Завтра я уезжаю, как я говорила. У нас завтра 39-я ночь моей тети, жене моего дяди. Мне туда надо. Я приеду, наверное, уже за полночь. Потому что у нас это все происходит очень долго. Начинают с утра. И до 10, до 11, до 12 ночи там будут гости, там будут люди, будут читать молит, будут читать зикр. И нам придется там быть. А пока мы доедем, там отсюда далеко, часа 1,5, наверное, нам на машине. Надо будет ехать на такси. Поедем с сестрой. Ну вот как-то так, друзья. На сегодня все. Большое вам спасибо еще раз за ваши лайки, за ваши комментарии. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете, что вы меня понимаете. Я надеюсь, вы будете меня понимать и дальше. И очень надеюсь, что я вас не разочарую ни в чем. И что с вашей стороны у меня всегда будет поддержка. Мне очень-очень-очень приятно читать ваши комментарии, друзья. И некоторые советы, которые вы мне пишете, я постараюсь их придерживаться. Спасибо вам большое и за лайки, и за комментарии, и за подписки. Друзья, кто первый раз сегодня зашел ко мне на канал, я надеюсь, вам будет интересно. Оставайтесь, подписывайтесь. Ну вот как-то так, друзья. Если вам не трудно, ставьте лайки. Всех благ вам.